Здравствуйте, уважаемые горожане! Новогодние праздники отгремели, и начинаются рабочие будни. И, как всегда, по вторникам мы встречаемся с вами в программе «Крупным планом». Меня зовут Алина Полянская, и сегодня гость нашей студии – заместитель начальника управления гражданской защиты города Сибай Ринат Ахнафович Исмагилов. Добрый вечер, Ринат Ахнафович. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, уважаемые сибайцы. Ну, мы с вами встречаемся вот сразу после новогодних праздников, новогодних каникул, в которые произошло, по стране, в принципе, достаточно много чрезвычайных ситуаций и ЧП. Погода преподнесла сюрпризы в виде снега, метели и заносов. Есть ли информация, как долго продлится это и ждать ли нам еще удара стихии? Да, действительно, Южный Урал находится в таком географическом положении, что зимой у нас часто меняются антициклоны с циклонами. Периодичность таких прохождений, как правило, длится в месяц 6-9 дней. Ожидается также 15 числа прохождение снежного заряда. Продолжительность примерно сутки будет проходить. То есть нам 15 числа ожидать метель? Может быть, метели не будет, но снегопад будет сильным. Итак, в течение до конца месяца с интервалом 5-6 дней такая погода будет наблюдаться. Так что необходимо... То есть неделю спокойно живем, неделю нас засыпает. Неделю засыпает. А вот на вашей памяти, какой год был таким особенно трудным в плане стихийных ударов? Ну, по статистике, периодичность таких событий происходит с интервалом 10 лет, 10-12 лет. И такое событие, примерно аналогично, я помню, в 2008 году. Это тоже зимой? Да, также зимой были снежные заносы. Снегопады. А так, вообще-то, по статистике у нас зима относительно малоснежная, но ветреная. Ну, вот головной болью управления гражданской защиты являются снегопады, ливни, да, аномальная жара. Весь спектр природных чрезвычайных ситуаций у нас как бы входит в зону рисков, Южный Урал. Но также это все наблюдается с определенной закономерностью от 4 лет до 10 лет. Ну вот предусмотреть заранее их невозможно. Ну, можно какую-то статистику отследить, а предусмотреть заранее вряд ли, наверное, возможно. Существуют ли какие-то алгоритмы поведения служб, да, определенных при стихийных бедствиях? Безусловно, отработаны все алгоритмы на все возможные случаи жизни, но, к сожалению, реальная кризисная ситуация не складывается по плану, да. Приходится решать внезапно возникающие задачи с привлечением сторонних, так скажем, организаций и сил, и даже соседних районов. Ну вот ни для кого не секрет, что случилось в Оренбургской области, да, на трассе Оренбург-Орск. Были ли такие серьезные проблемы на дорогах, которые находятся в ведомстве управления Сибайского? Ну, городской округ город Сибай, как бы он имеет ограниченную территорию, хотя мы располагаемся в пределах Баймакского района. 1 числа, в ночь с 31 на 1, проводилась спасательная операция в течение 15 часов по оказанию помощи Баймакскому району. А что там произошло? На трассе между населенными пунктами Комсомол и Урал попали в снежный плен 2 автомобиля. В них находилось 7 человек, в том числе 3 детей малолетних. Позже обнаружилось, что там недалеко еще один автомобиль застрял в снегу, там было 2 рыбака. И плюс еще местный житель с Урала, который пытался самостоятельно оказать помощь, также оказался в этом же снежном плену. Ну, чем дело закончилось? Все живы, здоровы, слава богу. Без обморожения, без каких-то серьезных. Большое спасибо, что откликнулись на беду Сибайский комбинат, горно-обогатительный комбинат в лице Бекинова Явдата Усмановича и производственное объединение Сибайской электрической сети АПИТ Виталия Александровича. Они своевременно, без всякого, выделили технику тяжелую, пробивали очень долго дорогу. И в результате спасатели вывезли на снегоходах всех в безопасное место. И организованно все вернулись в Сибай
уже Благополучно. глубокой ночью, да. Ну, вот и в эфире Сибайского телевидения также звучат предупреждения от ГО ИЧС по поводу предстоящих там или морозов, или метелей. И всегда МЧС настоятельно рекомендует не покидать пределы города, ограничить поездки за пределы города. Но бывают такие случаи, когда необходимо, да, не избежать этой поездки. Вот можно такую небольшую памятку населения, как себя вести, что обязательно должно быть в наличии. Вот вы говорите, что в ближайшее время опять будут снегопады, да, и неизвестно еще, как себя поведет погода. Вот к чему быть готовым, что должно быть с собой? Ну, прежде всего, если возникла такая экстренная необходимость, необходимо подготовиться к дороге, то есть проверить состояние автомобиля, заправка максимально возможная. С собой необходимо иметь продукты питания, запас воды из расчета на каждого человека на 2 суток минимум. Ну, также фонарик, средства для снегоуборки, то есть лопату небольшую, да, теплые вещи. Ну, судя по вот этой ситуации, по-моему, надо уже с собой даже запас дров возить небольшой, чтобы хоть какое-то там согревание. Ну, если непогода застала, все-таки как бы надо без паники попытаться связаться с экстренными службами. Кстати, единый телефон сейчас по всей России с 2012 года 112. С любых А он видов. действует везде, на протяжении, вот на любой дороге, на любой везде, территории, и в лесу? да. Ближайший оператор возьмет и переключит на того, кто находится непосредственно, ближе всего. То есть сейчас покрытие максимальное по стране? Да, практически, по крайней мере, в нашем регионе 100%, Сибай, я имею в виду, 100% 3 оператора у нас перекрывают. Мегафон, Билайн и МТС. То есть, если, допустим, пользователи МТС набирают 112, попадают в Уфу, они могут попросить переключить на Сибай. И те без проблем переключают для вызова. Мне кажется, переключать вряд ли будут просить, наверное, просто изложат проблему, а там уже разберутся, куда Нет, ее они просто переадресуют. Ясно. Переключают. Ну хорошо, вот все, что с собой нужно взять, сказали. А чего делать категорически нельзя? Категорически нельзя покидать автомобиль в одиночку. И если такая необходимость возникла, нельзя отходить, терять из вида автомобиль. Потому что если остался один и заблудился, это уже смерть. Пиши пропало. Да. Нельзя согреваться, наверное, спиртными напитками, потому что это спиртные напитки вообще в автомобиле как бы. Ну, видите, может, люди поехали в гости и везут с собой, у нас же есть такая привычка у населения, да, вроде как для сугрева. Хотя на самом деле, насколько я знаю, даже медики говорят о том, что как раз-таки это ловушка. Ты, тебе кажется, что ты согреваешься, тем не менее ты обмораживаешься. И в таком случае лучше иметь под рукой горячий чай. Вот он точно может как-то продлить тепло. Ну, вообще в праздничные дни, кроме вот того, что приходилось вызволять, помогать Баймакскому району, приходилось ли принимать участие в ликвидации каких-либо других чрезвычайных ситуаций? Ну, чрезвычайной ситуации на территории города непосредственно не произошло. Осуществлялось 21 раз выезжали на вызовы именно по снежным заносам, ну и на другие происшествия. Не закрывали двери? Экстренные службы без дела не сидели. Не сидели. Но, в принципе, вот, вы знаете, я разговаривала с медиками, и мне медики, вот, так скажем, в неформальной беседе поведали, что когда только ввели вот эти длительные праздничные выходные, то все больницы, все приемные покои были забиты буквально пострадавшими, травмированными, порезанными, там, с переломами и, естественно, алкогольной интоксикацией. Сейчас, как мне сказали медики, люди стали как-то поспокойнее, поменьше пить. У вас есть какая-то статистика, вот как раньше и как сейчас? Нет, мы такой статистики не ведем. Но год от года примерно одинаковое количество чрезвычайных ситуаций? В последнее время чрезвычайные ситуации участились, особенно природного характера, ввиду по всему земному шару такое происходит, непогода. Как бы все чаще и чаще происходит. Даже происходит в тех местах, где как бы не прогнозировалось. Это и паводки, и степные пожары, и наводнения, половодье. Ну, для нас наводнение не актуально, более
половодье все Но чаще и тем чаще. не менее нас топило ведь. Было. Да, это половодье называется. Да, половодье. Это снеготаяние, снег тает с гор, стекает, или грунтовые воды. А вот эту профилактику половодья проводит тоже Управление гражданской защиты? В чем она выражается? Профилактика заключается в чем? Это предупредительное мероприятие. Какого Разрабатывается по целевой программе, проводятся различные инженерные работы, в частности, Сибайское ЛПУ «Баштрансгаз» сделала вдоль поселка Аркаим, вдоль предгорья, там канаву водоотводную. Также промышленные предприятия, комбинат, те же сибайские электрические сети проводят специальные работы для профилактики подтопления территорий, объектов и так далее. Ну, а вот в Коммунальные Сибае, службы. вот в Сибае какой район наиболее, так скажем, страдает весной? Какой из поселков, может быть? Ну, страдает у нас традиционно поселок Аркаим, Горный. Ранее страдал улица Речная, но сейчас после выполнения определенных работ, кстати, вот в ту же тему, это очистка русла реки Карагайлы, спрямление русла, там поднятие, пропускная способность моста была увеличена. В последнее время эта проблема уменьшилась. Так отдельные в основном точки у нас. А какую помощь в целом могут оказать сотрудники МЧС? Вот, ну, то есть это к тому, чтобы не перезванивать по разным службам, вот точно знать, что там, если пожар, понятно, надо звонить там 01, да, если, я не знаю, ну, вот какие-то чрезвычайные ситуации происходят, что находится в зоне юрисдикции МЧС, или просто звонить, а там разберутся. Именно для этого с 2012 года по Российской Федерации действует единый телефон вызова экстренных служб 112. Это как раз для того, чтобы человек не думал, кого вызывать, набирает 112, излагает свою проблему, а диспетчера, единой дежурной диспетчерской службы, они обучены, они знают, что делать. По алгоритмам они вызывают всех тех, кто именно в этой ситуации. То есть это вот по аналогии, как в Соединенных Штатах 911, да? Единого окна, да. Да, там и полицию могут прислать, и пожарных, и кого нужно. Просто известен случай, когда сотрудники МЧС консультировали процесс родов по телефону в поселке Туяляс. Вот. Насколько обучены Дело в том, сотрудники? что у нас экстренные службы, они выполняют определенный вид работ, это называется аварийно-спасательные работы. Есть еще другие неотложные работы, как бы они обучены этому, но это в их компетенцию Это не их профиль. Это не их профиль. Но если да. что надо Да, сделать. но если как бы другого выхода нет, они могут помочь. Очень большой перечень у них работ, которые они аттестованы выполнять и могут профессионально выполнить. Ну, а вот сотрудники Управления гражданской защиты, где они обучаются, откуда они приходят, как они повышают квалификацию, вот как вот это все происходит? Ну, сотрудники именно Управления гражданской защиты. Это больше такой, ну, как бы координационный, да, центр? Да, это по-научному он называется орган повседневного, постоянно действующий орган управления Сибайского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Обучение у нас производится в учебно-методическом центре город Уфа с периодичностью раз в 5 лет. Ну, а вот постоянные учения, да, в течение года несколько раз на разных организациях и объектах проходят учения. Насколько эффективно вообще вот такого рода мероприятия? Для галочки это проходит? Или это впоследствии, ну, может быть, были такие случаи, когда вот если бы не обучали, тогда бы было больше или жертв, или каких-то других последствий тяжелых? Совершенно верно вы сказали, что учение и тренировки это является высшей формой обучения. То есть, чтобы человек, можно слушать бесконечно лекции, беседы проводить и так далее. На плакаты смотреть. На плакаты смотреть. Это, как говорят теоретики, это эффективность практически там 5-7% дает. А именно при проведении учений и тренировок человек, когда практически выполняет
какие-то определенные действия, то это и Наиболее наиболее эффективно усваивается и запоминается надолго, и механическая память возникает. Ну, я знаю, что при проведении учений бывают, да, там казусные случаи, когда там же используются муляжи, например, да, и там директору школы сообщают: увы, вы погорели, пока вы здесь сидели в кабинете. Какие вот могут быть последствия? То есть есть там какие-то либо предписания, если, допустим, учения прошли, ну, есть же какой-то, наверное, есть какие-то параметры оценки готовности там, организации или коллектива к той или иной чрезвычайной ситуации, да? В ходе учений, соответственно, становится ясно, готов коллектив или не готов. И вот если он не готов, то что его ждет? Ближайшее обучение или снова будут учения скоро? Вот как это? Ну, карательных мер как бы у нас не предусмотрено, но просто те мероприятия, которые проводятся по городскому плану, под руководством главы администрации, как правило, первый раз происходит переподготовка и перепроведение учений, то есть повторное проведение учений. Не было такого случая, чтобы кто-то не провел как надо. Вот если постоянно они проводятся, то можете вы отметить какую-то организацию или какой-то коллектив, который вот прям за них можно не бояться? Ну, у нас много таких организаций, долго придется перечислять. Но это какая сфера больше всего? Вот где лучше всего готовы? Ну, традиционно у нас очень хорошо подготовлены медики, отдел образования и крупные промышленные предприятия. То есть там это делают не для галочки, а очень... Да, потому что это все зависит от руководителей организации. Как руководитель к этому относится, так вся организация работает. А как работает вообще, какая система оповещения о чрезвычайных ситуациях существует в нашем городе? Вспомним печально известный Крымск, да, когда не сработала система оповещений, жертвы человеческие исчислялись десятками. Какая система оповещения в нашем городе существует, когда она была проверена в последний раз и насколько вот ее состояние хорошее? После событий в Крымске указом президента Российской Федерации номер 1622 по России принята целевая программа на федеральном уровне о доведении сигнала экстренного оповещения до каждого жителя России. Эта программа рассчитана на длительное время, пока до Сибая время не дошло. И финансирование? Финансирование, да, не дошло. За 2 года по республике построена 61 зона экстренного оповещения, комплексная система экстренного оповещения населения. Это на современной элементной базе. А что касается города Сибай, с 1982 года функционирует местная система оповещения гражданской обороны, которая построена на базе специальной аппаратуры оповещения «Парус». Она, сопряжена с региональной системой оповещения, то есть сигналы оповещения могут прийти с вышестоящих органов управления, это Уфа, Нижний Новгород, Москва, то есть напрямую. И включает в себя электросирены, которые установлены по городу, охват около 75% территории города. И основным способом оповещения является передача информации по радио, по эфирному радио. То есть происходит перехват эфира существующих радиостанций. На территории города Сибай это дорожное радио, частота 104,5 МГц. Это все называется централизованный запуск системы оповещения. Но в нашем городе несколько радиостанций, но только на одну перехватывается одна, да. Кроме этого запускается стойка циркулярного вызова. Это автоматический дозвон до 8 дежурно-диспетчерских служб города, который уже в ручном режиме обзванивает еще 72 организации, руководящий состав организации. Это происходит информирование. Ну, а вот это сигнал, который слышен на 75% территории, а оставшиеся 25%?
пока не покрыто. Принято постановление правительства Республики Башкортостан о реконструкции местных систем оповещения. Но опять же, все упирается в финансирование, до Сибая пока не дошло. После реконструкции должно стать на 9 сирен больше и на 30 громкоговорителей больше. Когда это будет, я пока затрудняюсь ответить. Ну, при чрезвычайной ситуации какого рода сигнал раздается? Сирена, хорошо. И, ну вот слышу я сирену, куда бежать? Что мне делать? В мирное время звучание сирен означает сигнал «внимание всем». По этому сигналу жители должны Прислушиваться. не прислушиваться. Сейчас радио доступно и на сотовых телефонах. Включить радио на частоте 104,5 МГц и прослушать информацию. Либо, находясь дома, надо включить телевизоры на местных, именно сибайское телевидение, для прослушивания информации. Экстренный. А вот эта вся система оповещения, как я уже задавала вопрос, когда она последний раз проверялась? Сколько? Данная система проверяется еженедельно, каждый четверг проходит техническая проверка. То есть это, как эта проверка? Мне вот просто даже интересно. Вы говорите, что там поступает сигнал на 8 пунктов, те обзванивают еще 72. То есть вот вы такую проверку осуществляете? Вот эта проверка по четвергам, она проходит от самого верха до самого низа. То есть начиная с Москвы, заканчивая последним населенным пунктом, где установлена данная система. И кроме этого, последний четверг месяца проходит комплексная проверка. То есть в полном масштабе, кратковременно запускаются все оконечные устройства. Кроме этого, дважды в год проводятся полугодовые проверки и одна итоговая проверка. То есть она постоянно должна быть в постоянной готовности. То есть это все очень все серьезно. Да, ну вот предупрежден, говорят, значит вооружен. Существует ли в городе укрытия и убежища? Сколько их? Ну, я, конечно, не прошу назвать их адрес, потому что это, скорее всего, такая стратегическая, да, информация, не подлежит разглашению широкому кругу зрителей. Но вот сколько их, вы можете сказать, и на сколько человек они рассчитаны? На сегодняшний день в городе существует 16 защитных сооружений гражданской обороны, так называемых убежищ. Из них 11 ограниченно готовы к приему укрываемых. А что значит ограниченно готовы? Ну, 2 находятся в затопленном состоянии, то есть их невозможно заполнять, потому что они стоят в воде. Часть убежищ разрушены, находятся в непригодном состоянии. Согласно изменению в нормативной базе, значит, в прошлом году проведена инвентаризация всех заглубленных помещений города Сибая. И определено 54 подвала, которые пригодны для укрытия населения, на которые находятся как в многоэтажных жилых домах, также в различных организациях. Кроме этого, существует фонд порядка 500 подвалов, которые ограничены также для приема. То есть я правильно вас поняла, что решили не реконструировать, не возрождать те, вот, как вы говорите, ограниченно готовые убежища, а решили как-то организовать новые? Но ведь, насколько я понимаю, там из школы, помню, из фильмов, да, убежище — это некое помещение, в котором есть определенный запас там, теплых, не знаю, одеял, каких-то продуктов и прочего. А если это обычный подвал, ну спустятся туда люди, а дальше? Ну, данные убежища и укрытия, они предназначены в основном для военного времени. И при выполнении определенных мероприятий гражданской обороны они приводятся в состояние готовности. Установлены определенные сроки, специальные люди, вернее, не люди, службы, которые должны этим заниматься. Если убежище принадлежит организации, значит, это от организации. Если городские, то это муниципалитет. Это служба убежища укрытия городская. Все это будет приводиться в готовность по сигналам гражданской обороны и при проведении мероприятий гражданской обороны.
А точно так же будет осуществлен вот этот вот заготовка каких-то продуктов или есть какой-то там запас где-то? Нет, специально запас там не лежит. Я говорю, при проведении мероприятий, вот эти мероприятия именно заключаются вот в подготовке убежищ и прочих мероприятий. На предприятиях и в организациях создаются сандружины и санпосты. Проводите ли вы их оценку и для чего они вообще нужны? Есть даже учения какие-то, ну, смотр сандружин, да? Для чего нужны такие? Санитарные дружины и санитарные посты являются нештатными формированиями гражданской обороны. В основном они предназначены для гражданской обороны. Рекомендуется как бы во всех организациях иметь. И если даже не смотреть на эти нормативные документы, первичные медицинские знания никому не помешают. И в процессе подготовки данных формирований, которые проводят именно профессиональные врачи, медицинский персонал, с ними проводят занятия, обучаются они по специальным программам. Конкретно оказание помощи, да? Оказание первой помощи. Оснащаются специальным имуществом медицинским. То есть получают необходимые знания, умения, которые проверяются ежегодно в процессе проведения учений и тренировок, как городских, так и в организациях. И до 2014 года мы ежегодно проводили соревнования санитарных дружин, санитарных постов. Там личный состав формирования проходит полностью весь цикл. То, к чему они готовились, то есть проходят все зоны, которые могут возникнуть в военное время. Это и очаги химического поражения, радиоактивного заражения, и биологического заражения. Также они там отрабатывают вопросы ухода за больными на госпитальном этапе. Но это постепенно как бы уходит в прошлое, потому что современная нормативная база не требует создания таких формирований. И как это все дальше будет? Ну, а лично вы считаете, нужно вот это поддерживать? Ну, понимаете, находясь непосредственно на рабочих местах или даже в быту, при возникновении внезапной травмы или ухудшения здоровья, тут идет время на секунды, на минуты. Да, счет идет на секунды. Если не окажется рядом человека, который может оказать первую помощь, это может оказаться трагически, окончиться трагически. Поэтому я лично считаю, что это очень полезно. Ну, это получается, в принципе, дело каждого человека, да, то есть каждый человек современный обязательно должен обладать определенным багажом знаний, кроме там базовых школьных. Время нашей программы, увы, закончилось. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня гостем нашей студии был Ренат Ахнафович Исмагилов, заместитель начальника управления гражданской защиты города Сибай. Ну и напоследок, коротко, ваши пожелания горожанам. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех горожан с наступившим Новым годом. Хочу, чтобы вы берегли себя и не попадали в кризисные ситуации. Будьте здоровы. Спасибо большое. Ну, а мы с вами встретимся ровно через неделю в этой же самой студии. Берегите себя и своих близких. До свидания. До свидания.